Задержаны подставные фигуранты, террористы, которые 22 марта совершили массовое убийство людей в Крокус-Сити-Холл, рвались в Украину, не доехав до границы всего 100 километров. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пособник убийства людей в школе Беслана, матерая пропагандистка Маргарита Симонян. Ими оказались выходцы из Средней Азии, якобы причастные к террористической группировке ИГИЛ. Подставные фигуранты, или как их называют в американском варианте патси, человек, который фактически не совершил преступление или является не основным лицом в преступлении, но используется для того, чтобы взвалить на него всю ответственность за преступление. Обычно всегда присутствуют в подобных серьезных и масштабных терактах российских спецслужб. На мой взгляд, в этом случае основными исполнителями в данном деле без сомнения являются сотрудники Главного управления Генерального штаба так называемой Российской Федерации, конечно же действовавшие по заказу Кремля и ФСБ. Патси напоминает нам, как это было в случае со взрывами домов в 1999 году. Тогда в роли подставных фигурантов были граждане так называемой Российской Федерации Адам Декушев и Юсуп Крымшамхалов, осужденные на пожизненное, в данный момент осужденные на пожизненное лишение свободы за взрыв дома в Волгодонске, расположенного в 16 километрах от Ростовской атомной электростанции. Более глупого плана, как попытаться прорваться в сторону Украины, придумать невозможно, так как граница между Россией и Украиной тщательно охраняется военными и спецслужбами России. Но на то они и патси, чтобы делать то, что им скажут. А этот штрих в деле уже напоминает направление их в сторону Украины, напоминает первый взрыв дома, произошедший 4 сентября 1999 года в Буйнакске, когда сотрудники ГРУ по заданию ФСБ и лично Патрушева и Путина взорвали дом с семьями дагестанских военнослужащих, чтобы настроить дагестанских марионеток против чеченцев и связать это с спасательной операцией Шамиля Басаева в Дагестане, проведенной добровольцами под командованием легендарного чеченского генерала Шамиля Басаева. В этом случае нам предлагают подумать, что за этими фигурантами стоит Украина. Двигались в сторону Украины. Это выглядит как стандартная схема, ничего нового в общем. Также важно отметить, что Путин и Патрушев утверждают, и ФСБ утверждают, что на месте было только 4 террориста, совершали преступление. Тогда как свидетели говорят, что их было до 20 человек. Исходя из того, что мы следили за развитием событий практически в реальном времени, мы можем заявить, что у входа были видны 4 террориста, стрелявших в людей в упор. Но также были и другие группы, находившиеся внутри концертного зала, и те, кто поджигал крышу здания. Попытка скрыть остальных участников акции также может говорить не в пользу ФСБ. В общем, в этом деле много косвенных признаков, указывающих на то, что за этой операцией стоит учреждение ФСБ и Главное управление Генерального штаба. Это включает в себя попытки вести следствие по ложному следу и способы использования пропаганды для освещения данного инцидента. С каждым днем таких фактов будет становиться все больше, поэтому сохраняем терпение и продолжаем внимательно следить за развитием событий. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, март 23 2024 года.